Бежан и Манижа. История и любви между два иранский народ туранцев-таджиков и иранцев в шахнаме Абулькасим Фердауси Туси. Покрыла ночь лицо свое смелой, Сатурн, Меркурий, Марс оделись мглой. Бежан и Манижа. История любви в шахнаме Фердауси. Бежан был сыном Гива, знаменитого иранского рыцаря времен правления Кеяхосрова, шаха Ирана, и Бану Гашасп, дочери героини Ростама. Бежан влюбляется в Манижу, дочь таджикский царь Афросиаба, короля Турана. Люди из Армении жалуются Кеяхосрову, шаху Ирана, на то, что дикие кабаны вторгаются на их поле. Бежан сражается с кабанами, загоняя их обратно в их логово. На следующий день Горджин, иранский рыцарь, сопровождавший Биджана в походе, описывает Биджану прекрасные сады Афросиаба, соблазняя его пересечь границу Ирана и попасть в мифическую страну таджиков Туран. Там дочь Афросиаба, Манижа, взойдет, как солнце, как весна, свежа. Тураном правит король Афросиаб. В саду он встречает Манижу, прекрасную дочь Афросиаба. Они безумно влюбляются, однако, зная реакцию своего отца на то, что она приняла иранского принца в своих личных покоях, Манижа дает Бежану сонное зелье и тайком проносит его в свой дом. Ответил богатырь с душой властной: «Послушай, посланная сладкогласной. Ни сивуш, ни дух я неземной, мой знатный род высок в стране родной. Бижан, сын Гива, я рожден в Иране, я вепри уничтожил силой длани, кабаньи туши разбросал в лесу, теперь клыки царю преподнесу. Быть может, мне судьба дарует милость, чтоб дочь Афросиаба мне приснилась». Он просыпается, и Манижа и ее служанки прячут его много дней. В конце концов Афросиаб узнает о Бежане и захватывает его. Афросиаб приговаривает Манижу к изгнанию, так что и Бежан, и Манижа вынуждены доживать свои дни в пустыне. Бежан также отправляет секретные сообщения Ростаму, иранскому герою, которому поручено защищать страну от Афросиаба. Кайхосров, шах Ирана, заглядывает в свой хрустальный кубок и видит Биджана в лесу. Вместо того, чтобы начать фронтальное вторжение, чтобы найти Бежана, герой Ростам переодевается купцом и вместе с несколькими рыцарями проникает в Туран. Когда Манижа слышит, что в Туран прибыл богатый купец из Ирана, она надеется, что его послали найти Биджана. Они находят Биджана и сбегают в Иран, где очень радуются возвращению Биджана на родину. Разъяренный изменой собственной дочери, Афросиаб объявляет войну Ирану. Иранская и туранская армии встречаются, и завязывается могучая битва. Небо темнеет от пыли поля боя, а трубы и лязг тарелок возвещают атаку иранской кавалерии. Туран побежден, и Афросиаб вынужден вернуться домой без своей дочери и с позором.